2017 год для Ингушетии выдался очень насыщенным на спортивные события. Борьба, альпинизм, бейсджампинг, дзюдо, бокс, шахматы и многое другое. Ну и, разумеется, смешанные единоборства, которые так прижились в нашей республике. И последний в этом году турнир под эгидой M1 Global обещал сложиться интересно и ярко. И тому есть причины. 18 бескомпромиссных противостояний было запланировано на 16 декабря. Каждый бой оправдал ожидания болельщиков. Открывали турнир два средневеса. Представитель Чеченской республики Майырбек Албастов против Бура Царакова из Краснодара. Борец против ударника. Вывеска интригующая, но интригу убил борец в синем углу в первом же раунде. Проход в партер и удушающий со спины. Звучит банально, но тем не менее эффективно. Наверное, скорее всего, если бы мой соперник был бы или боевой самбист, или там борец, или грэппер, можно было еще повоздействовать. Так как он был выход из рукопашного боя, для меня это не составило труда абсолютно. Почему? Потому что я знаю, что в партере они 0,0. В Ингушетии это такой же мой дом, войнарский, братский народ, и я чувствовал поддержку. Первый бой позади, груз ответственности сброшен. Теперь бойцы чувствуют себя гораздо раскованнее. Василий Бабинцев против Магомеда Картоева. Дебютант в лиге М1, 19-летний Василий планировал удивить соперников в стойке, несмотря на то, что Магомед – кандидат в мастера спорта по боксу. Планом спортсмена из Москвы в этот вечер не суждено было осуществиться. Техническим нокаутом в первом же раунде Магомед снял все вопросы о фаворите этой пары. Победа за ингушским спортсменом. Я планировал 2 раунда бой. Я вообще не планировал так. Тем более у меня травма была. Так получилось. Так. Но я очень подошел серьезно к этому бою. Конечно, я подготовился. Весогонка была у меня серьезная. Примерно 13-14 килограмм я тоже скинул. Дворец спорта Магаз – просто идеальное место для проведения турниров по ММА. Отличный обзор, превосходная акустика и большая вместимость зала позволяют оправдать ожидания даже самого взыскательного поклонника смешанных боевых единоборств. С каждым турниром в Ингушетию приезжает все больше гостей поддержать своих бойцов и посмотреть на красивые бои. Честно, мы уже не первый год тут. Наши ребята тоже тут выступали. Нам реально очень нравится. И мы намерены продолжать тут выступать. Иншаллах, будем болеть за наших братьев. Здесь тот раз тоже мы были здесь, когда у вас в прошлом году было. Нам это понравилось, турнир, очень сильный, хороший турнир, в организационном плане. И то, что здесь атмосфера, это все нам нравится. Из-за этого мы чисто братский народ, это Ингушетия, и поддержать этот турнир, вот так для этого и приехали. Очередной бой в среднем весе, но здесь уже ребята поопытнее. Не сказать, что за плечами Бекхана Манкиева и Александра Мамонова десятки поединков, но что такое вкус победы в рейдже, они знают не понаслышке. Спортсмен из Москвы очень неплохой ударник, что он и попробовал продемонстрировать с первых же секунд поединка. Другое дело, что Бекхан вышел в рейдж не отбывать номер, а оказанное им сопротивление Александра очень даже удивило. Вплоть до технического нокаута от ингушского бойца. Череда досрочных побед в этот вечер продолжалась. Вот соперника дали мне. Один снялся, второй снялся, третьего дали. Я посмотрел, как он. Он боксом занимался, я знал, что он в стойке работает. И я подумал, сразу переведу его в партер и добью или болевой, или удушаю что-нибудь. Ощущение не объяснить, если самому попробовать выйти на рейдж. Ощущение такое, не знаю, как объяснить. Если самому человеку не выйти на рейдж и показать. Больше всего в этот вечер было представлено спортсменов средней весовой категории. Максим Давыдов сошелся в очередном бою с камерунцем Ибрахимом Кейта. Максим уже знает, каково это – одерживать победу в Ингушетии. Он участвовал в битве в Назране. Вот и сегодня Максим планировал улучшить свой рекорд в 3 победы без поражений, а Ибрахим с первых же секунд постарался этого не допустить. Попытка перевода в партер сразу после рукопожатия от камерунского спортсмена успехом не увенчалась. Более того, Ибрахим сам не понял, как попался на болевой. Зато Максим сделал вывод, что расслабляться нельзя ни на секунду, как и его оппонент, впрочем. Я снова на вашей гостеприимной земле, уже как домой приезжаю. Хочу поздравить своего младшего братишку Хамзата Далгиева с завоеванием пояса. Я знаю, он долго к этому шел, долго тренировался. Добился своего. Тем и интересны бои малоопытных спортсменов, что здесь они делают выводы из своих ошибок. Поспешная попытка пройти в ноги или сделать добивание могут сыграть злую шутку с бойцом. Другое дело, извлекут ли они уроки из своих ошибок. Очередной ингушский спортсмен Муслим Кациев уже известен в ММА как рассудительный и спокойный боец, который, однако, предоставленную ему возможность завершить бой досрочно никогда не упустит. Вот и в этом бою против Фуада Алиева Муслим почувствовал свое превосходство в ударной технике и смог триумфально завершить бой нокаутом в первом
первом раунде. Муслим Кациев, Республика Ингушетия. Как мы и в тот раз говорили, план на бой у меня был биться в стойке, не допускать, чтобы он меня перевел в партер, а на крайний случай, чтобы я сам его перевел. Ну так по плану у нас все пошло, я начал со стойки, он пару раз кинулся в ноги, я защищался и пару ударов хороших попал, момент не упустил и добили его. Главное событие битвы в Назране и главный бой этого вечера. Хамзат Сакалов против Ильяса Абдуллаева из Москвы. Оба спортсмена уже достаточно опытные, чтобы не допускать глупых ошибок. Однако это спорт, и здесь даже секундная расслабленность может сыграть злую шутку. Хамзат с первых же секунд боя доминировал над соперником и выглядел предпочтительнее как в стойке, так и в партере. Этот бой также завершился в первом же раунде удушающим приемом от Хамзата Сакалова. Победа в главном бою этого вечера для болельщиков лучший подарок. Бой продлился 3 минуты 51 секунду. Удушающим приемом в этом поединке победу одержал спортсмен в красном углу рейджа Хамзат Сакалов, Республика Ингушетия. Ильяс Холшан, ваша поддержка была важна. Каждый из запланированных поединков получился живым и по-своему интересным. Последний в этом году турнир по ММА наша республика провела на высшем уровне. Теперь дело за малым – улучшать показатели в следующем, 2018 году. Тамерлан Фунхоев, Михаил Тангиев, Новости 24.